Доброе утро, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать у экранов телевизоров, у экранов ваших гаджетов, если у кого-то установлено приложение НВК Саха. И это «Утро Якутии» на телеканал Якутия-24 и НВК Саха. В студии работает сегодня Руслан Ачиров. И вместе с вами мы сделаем это первое утро рабочей недели по-настоящему бодрым и интересным. Ну что, просыпайтесь, а мы начнем утро с милых кадров. Медоеды Нео и Тринити из московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями. Ее украсили веточками, финиками и морковкой, а внутрь спрятали кусочки говяжьего мяса. Нео Тринити с любопытством исследует снежную фигуру, убирает из нее морковку и финики, роет лапами снег в поисках самого главного угощения – мясных кусочков. Ну и глядя на эти кадры, не скажешь, что медоед на самом деле очень даже может хорошо постоять за себя. При встрече с врагом он не бежит, а превращается в свирепый клубок когтей и зубов. Шипит, рычит, поднимает шерсть дыбом. Ну, по-настоящему милые кадры. Ну а над регионами России заметили маяки из игры Майнкрафт, световые столбы. Соцсети заполнены видеороликами из Московской, Ленинградской, Волгоградской, Курской, Нижегородской, Воронежской, Самарской области и Республики Коми. Столбы – это редкое атмосферное явление. Оно случается только в сильные морозы и штиль, когда свет отражается от ледяных кристаллов в воздухе. Его дают солнце, луна, фонари или фары автомобилей. От них же зависит и цвет столба. Но жители Якутии часто видят подобные явления, а вот для жителей центральных областей с приходом морозов это стало в диковинку. Ну а сейчас, раз уж мы заговорили о погоде, давайте узнаем, какая она за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 36, минус 32 градуса. В заречной группе Улусов от 38 до 31 градуса ниже нуля. В южных минус 32, минус 25. В Вилюйской группе Улусов от минус 44 до минус 37. В Нижнеленских минус 38, минус 35, а в западных от 43 до 34 градусов со знаком минус. А вот в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 26 до минус 6 градусов. В Янских минус 35, минус 21, на северо-западе республики 45-21 градус мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 33 градуса, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем облачно, без осадков. Ветер также западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха минус 33, минус 32 градуса. Интересный день сегодня будет в Черском, потому что там от минус 7 до минус 6 градусов. Очень интересное, мне кажется, немножко аномальное потепление. Ну а на фоне зимних морозов и ледяного ветра смельчаки во Владивостоке бросают вызов стихии, осваивая айсфлоутинг – купание среди льдин Японского моря. Любители активного отдыха и единения с природой в ярких гидрокостюмах свободно дрейфуют на воде, выстраиваются фигуры и танцуют прямо среди ледяных глыб. Этот уникальный вид отдыха, сочетающий экстрим и релаксацию, представляет собой плавание в ледяной воде в специальном герметичном снаряжении. По словам организаторов, такие зимние процедуры пользуются популярностью среди горожан и туристов и доступны для всех желающих, как индивидуально, так и в группе. Да, действительно, очень интересное времяпрепровождение. Так и хочется, конечно, когда-нибудь попробовать также поплавать в Японском море. Да, видно, что вода очень холодная, видно, что такая вот ледяная кашица. Ну, а несмотря на сильные морозы в Приморском крае, люди продолжают купаться в Японском море, о моржах и их пляжном сезоне. Смотрите в нашем следующем сюжете. Январь – самый холодный зимний месяц в Приморье. Когда температура опускается до экстремальных отметок, моржи из находки выходят устраивать костюмированный заплыв. В этом году ограничились веселыми шапочками. Тут и снегурочки, и котики, и почтальоны Печкины. Холодная вода для них – настоящий банк здоровья и хорошего настроения. У нас, получается, вот клуб моржей, да, туда может вступить любой, и новичок, и опытный. Мы масштабируемся, у нас уже большое количество, более 50 человек, любителей
зимних таких забав. Есть традиция, раз в месяц у нас общий заплыв, и раз в месяц у нас общая баня с морем. Мы в основном ездим на Зеленый мыс, там мы пьем чаи, мы там общаемся, делимся какими-то новыми идеями. Моржевание – образ жизни, в который стоит входить постепенно. Начинать можно с контрастного душа, закаливающих процедур, обтирания снегом. Ирина Чекирина 3 года назад пришла в клуб на перезагрузку нервной системы. Сейчас она уже не новичок, а опытный морж, совершает заплывы. Чувство легкости, впечатление, как будто ты только заново родился. И снег, и ветер, да, каждый день. Соответственно, чтобы организм не отвыкал, и эффект был лучше. А вот владивостокские моржеватели на набережной после холодной воды спокойно принимают воздушные процедуры. Психолог Ангелина Васильева даже ведет видеоблог, в котором рассказывает, как ледяная вода снимает стресс, тревогу, повышает настроение. Для меня это перезагрузка, это сброс кортизола, это история выдохнуть, привести ум в порядок и идти дальше, светить на этот мир. Холодная вода – уникальный тренажер, фундамент для сильного иммунитета. Многие сюда приходят за здоровьем, кому-то контрастные процедуры помогают иначе посмотреть на ежедневные заботы. Это закаливание духа, своего характера, и сплочение, это, так скажем, проведение некого обряда. Для сосудов, во-первых, очень хорошо, полезно. Сужаются, расширяются после бани. В принципе, освежает. Для новичков врачи рекомендуют находиться в воде не более 15 секунд, не мочить голову, не прыгать в прорубь вниз головой. И после купания обязательно переодеться и выпить горячего чая. И тогда зимняя забава не станет экстримом, а лишь эффективным способом укрепить иммунитет и противостоять сезонным простудам. Елена Корякина, Андрей Липунов, Панорама. Но надо отметить, что жители города Якутска знают, что у нас есть также клуб моржей, который ежедневно в 6 часов утра начинают свое утро с окунания в холодную морозную воду. Но надо отметить, что пресная вода, она имеет температуру положительную, там +1, +4 градуса. Но как мы видим, соленая вода имела температуру -1, то есть похолоднее, но зато на улице потеплее. Ну а мы рады приветствовать всех, кто там присоединился. Утром, особенно в понедельник, порой сложно встать с кровати. Ну а мы спешим к вам на помощь с нашей необычной утренней разминкой, которую можно сделать даже лежа. Всем доброе утро! Сегодня я хочу показать вам зарядку, которую вы можете выполнять прямо не вставая с постели. Лучше, конечно, встать, но если вдруг вы поленитесь или у вас будет какое-то плохое настроение, поэтому вы можете прямо не вставая с кровати. Итак, первое упражнение. Мы с вами лежим, мы только проснулись, ручки кладем за голову и начинаем крутить ножками. Упражнение называется велосипед. Вы это упражнение можете делать 1-2 минуты, оно несложное, вам будет очень приятно и комфортно это делать. Можете немножечко приподнять голову, чтобы задействовать немножечко пресс. И так же самое дышим спокойно, получаем удовольствие. Так, покрутили коленками. Следующее упражнение у нас будет подъем колен к груди. Поднимаем колено и прижимаем его к груди. Делаем это упражнение очень медленно. Также 15-20 повторений. Мы делаем вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7. Коленку прям прижимаем к груди, чтобы у нас растянулась ягодица. Делаем вдох, при подъеме делаем выдох. Отлично, это упражнение закончили. Поднимаем ножки вверх, поднимаем ручки вверх и начинаем ими вращать, трясти. Разгоняем лимфу. Это упражнение очень помогает при отеках. Трясем. Нужно сделать это упражнение 1 минуту. Трясем ручками, трясем ножками. Так, потрясли. Теперь следующее упражнение. У нас будет подъем прямой ноги и касание носка. Также делаем вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7,
Немножко можно приподнять корпус, также задействуется у нас пресс. Следующее упражнение. Мы встаем на четвереньки и поднимаем правую руку и левую ногу. И меняем. Правая, левая. Конечно, это упражнение будет удобнее делать уже на коврике, потому что нам нужна твердая поверхность. Также делаем вдох-выдох. Не надо поднимать высоко ногу. У нас рука и ножка параллельно пола или параллельно кровати. Также выполняем это упражнение медленно и обязательно при этом дышим. Внизу вдох, вверху выдох. Внизу вдох, вверху выдох. Отлично. Следующее упражнение у нас подъем корпуса вверх, как будто мы приседаем, и при этом будем поднимать ручки вверх. Показываю. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Улыбаемся, поднимаем себе настроение. Сегодня будет самый лучший день. Сегодня у нас была вот такая необычная легкая зарядка, которую вы можете выполнять прямо не вставая с постели. Всем пока и прекрасного настроения. Так, ну я думаю, что уже все наши телезрители встали с кроватей, уже заваривают кофе, готовят завтрак. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении обязательной геномной регистрации некоторых военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Суть инициативы в создании единой базы данных ДНК. Биоматериал будут брать у бойцов вооруженных сил, Росгвардии, добровольческих формирований и сотрудников органов внутренних дел. Храниться данные будут до тех пор, пока человеку не исполнится 100 лет. Главная цель – максимально точная и быстрая идентификация личности. Эксперты профильного комитета Госдумы подчеркивают, в условиях боевых действий традиционных методов опознания не всегда достаточно. Геномная регистрация позволит исключить ошибки и неопределенность. Закон вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования. Достроить любой ценой в Якутии под особый контроль взяли завершение строительства 18 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Власти республики требуют сдать объекты уже в первом квартале этого года. Причины задержек от финансовых трудностей до неорганизованности подрядчиков. С теми, кто признал свою несостоятельность, контракты расторгают незамедлительно. Об этом на еженедельном штабе заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Несмотря на сложности с отдельными домами, Якутия остается лидером по реализации программы. Свыше 54 тысяч человек уже получили новые ключи. Целевые показатели нацпроекта «Жилье» выполнены полностью. В системе образования Вилюйского района наступивший год объявлен годом чтения. Для привлечения внимания школьников к чтению планируются разнообразные мероприятия, которые помогут создавать атмосферу интереса и вовлеченности, что и будет способствовать регулярному чтению и изучению новых знаний. Это книжные выставки, литературные квесты, конкурс чтецов, встречи с писателями и многое другое. Так, например, в Вилюйской начальной школе номер 1 прошло торжественное открытие года, на котором открыли клуб чтецов. Это событие станет отличной площадкой для любителей литературы, где они смогут делиться впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в дискуссиях и повышать свою культуру чтения. «Волшебник изумрудного города». Сама сказка очень интересная, и я хочу, чтобы мои ровесники вообще читали книги. Эта книга дает храбрость, счастье и очень интересная книга. Всех детей призываю к чтению. Чтение – это знание. Проведен конкурс чтецов стихотворений на тему «Зима в произведениях русских поэтов». Всего приняло участие 65 учащихся нашей школы. Также мы открываем сегодня клуб чтецов, целью которого является повышение мотивации учащихся к чтению.
Никогда не поздно начать новую жизнь. С таким посылом на экраны телевизоров выходит новая 16-серийная комедия «Аяловна». Проект был снят прошлым летом в Чурапчинском районе, события которого разворачиваются на фоне местного колорита и студенческой жизни. В главной роли Евдокия Семенова, известная со времен скетч-шоу «Аютче». Помимо этого, в съемках принял участие яркий ансамбль из признанных актеров якутских театров и студентов, будущих медиков. Первая серия выйдет в эфир уже сегодня. В моей фильмографии это 8-й сериал, но первый в жанре комедии. Комедия считается очень сложным жанром. В этом сериале рассказывается о приключениях женщины пенсионного возраста, которая решила поменять свою жизнь и поступить в медицинский колледж. И в монтаже, и даже вот звукорежиссеры испытывали некоторые трудности именно в связи с тем, что не перебарщивать с игрой, с нюансами. В Якутске завершилось первенство республики по греко-римской борьбе. 238 спортсменов из 19 районов собрались в спортивном комплексе «Мадун». В течение соревновательных дней на ковре определялись сильнейшие борцы в 2 возрастных категориях. По итогам призовые места заняли представители Амгинского, Усялданского и Чурапчинского районов. Спортсмены продолжат, к слову, подготовку ко всероссийским соревнованиям. Сегодня у нас 2-й день соревнований. Ребята показывают очень интересную, достойную борьбу. Это, конечно, очень радует, что греко-римская борьба в Республике Саха развивается. Мы на протяжении 8 лет упорно работаем, и наши ребята показывают хороший, достойный результат. Начало года у нас было очень такое хорошее, потому что мы прошли 2 турнира Дальневосточного округа, и у нас хороший результат. Сегодняшняя рубрика «История в кадрах» расскажет о выдающемся человеке, сыгравшем ключевую роль в истории Якутии – Илье Егоровиче Винокурове. Как первый секретарь якутского обкома ВКПБ, он не только определял политический курс региона, но и способствовал его развитию в сложные времена. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Одним из ярких представителей плеяды первых якутских руководителей, который жил и работал в эпоху самых суровых испытаний – смена власти, гражданская война, Великая Отечественная война и период восстановления разрушенного – все эти события пришлись в годы жизни Ильи Егоровича Винокурова. Илья Егорович Винокуров родился 1 января 1896 года в селе Аппаны Намского района. Детство Ильи Егоровича было очень трудным. Но несмотря на трудности жизни, в 1904 году 9-летний Илья поступил в 4-групповую церковно-приходскую школу. Вместе с ним учился легендарный сын якутского народа Максим Кирович Аммосов. В 1921 году он вступил в члены коммунистической партии, затем учился на 2-месячных советско-партийных курсах. После окончания гражданской войны Илья Егорович Винокуров был избран председателем Намского улусного исполкома. В 1924 году решением Совнаркома ЯССР его направили в Булун, где он был избран председателем окружного исполкома Совета. Во время Великой Отечественной войны начался массовый голод. На этих кадрах вы видите документальный фильм Восточно-Сибирской студии кинохроники о чурапчинских переселенцах «Какое на дворе тысячелетие». Но главная заслуга Ильи Егоровича заключается в том, что в годы Великой Отечественной войны он спас якутский народ от голодной смерти. Когда все продукты питания производились только для фронта, он добился у руководства страны разрешения на выделение необходимого количества продуктов для населения, организацию охоты, ловлю рыбы. Люди до сих пор помнят это и благодарны Илье Егоровичу за спасение многих жителей центральных районов Якутии. А на этих кадрах 1944 года, которые хранятся в наших фондах, мы видим встречу Ильи Егоровича Винокурова и вице-президента США Генри Уоллеса. Сегодня история жизни крупного руководителя, заложившего основу народного хозяйства, экономики республики, является ярким примером надежного фундамента для будущих ярких свершений.
Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев говорил о нем: «Добрая молва о таком человеке, как Илья Егорович Винокуров, и о других ярких представителях народа Саха будет передаваться из поколения в поколение. И в дни радости, и в минуты тяжелых раздумий всегда с гордостью будут вспоминаться светлые имена, преданно служившие во имя народа». Это была рубрика «История в кадрах», история выдающихся личностей нашей республики. Ну а продолжая историческую тему, мы обратимся к нашей постоянной рубрике «Даты и события», которая расскажет, чем ознаменован день 26 января. На календаре 26 января. Сегодня отмечают Международный день таможенника. По народному календарю Ермилов день. По приметам туманный круг около месяца в Ермилин день предвещает метель. Этот день в истории. 26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси. Также в этот день день основания Сиднея. В 1905 году в Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз Кулинан весом 3106 карат. В 1924 году, 26 января, Петроград переименован в Ленинград. В этот день родились Анна Монс, фаворитка Петра I, Александр Витберг, русский художник и архитектор шведского происхождения. Также в этот день родился Петр Алексеев, один из первых рабочих революционеров, отбывших ссылку в Якутии. Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony. Именины в этот день отмечают Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков. От семьи, как от малой ячейки, начинается многое. Благополучие человека, стабильность общества и демографическое будущее всей страны. Именно для их укрепления и существует национальный проект «Семья». Какие масштабные цели он перед собой ставит и что конкретно меняется в жизни семей. Поговорим об этом сегодня с нашей гостьей. У нас в студии Татьяна Юрьевна Павлова, заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие ключевые цели и задачи национального проекта «Семья»? Основной целью национального проекта «Семья» является увеличение семей с детьми, увеличение числа многодетных семей и сохранение традиционных семейных ценностей. В нашей республике в 2025 году в рамках национального проекта «Семьи» было проведено много мероприятий, но основными мерами федеральной поддержки у нас реализованы два больших мероприятия. Это оснащение и переоснащение современным медицинским оборудованием 2 перинатальных центров и создание 3 женских консультаций в наших 3 малых городах. Это Валданской центральной районной больнице, Хангаласской центральной районной больнице и в Нюрбинской центральной районной больнице. Угу. А каково значение проекта для демографического развития страны? Национальный проект «Семья», конечно же, вкладывает большое значение именно в демографическое развитие. Прежде всего, это повышение рождаемости, сохранение семейных ценностей, как я уже сказала. Что касается здравоохранения, прежде всего, это повышение доступности медицинской помощи матерям и детям, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения нашей республики, повышение рождаемости. В здравоохранении мерами повышения рождаемости являются внедрение новых технологий в работе специалистов женской консультации, обеспечивающих рождение, то есть поддержку семей при рождении ребенка, сохранение репродуктивного здоровья и доступность и эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения и профилактика и снижение абортов. Если более частно говорить, то какие направления и проекты реализуются в республике именно в рамках данного проекта?
Ну, как я уже сказала, это оснащение перинатальных центров. У нас в республике 2 перинатальных центра. Это при Республиканской больнице номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева и в Якутской республиканской клинической больнице наш новый перинатальный центр. За 2025 год 2 этих перинатальных центра получили почти 190 единиц современного медицинского оборудования. Эти оборудования поставлены в так называемые жизнесберегающие отделения. Это отделение реанимации для женщин, для новорожденных детей. Это операционные и родильные залы. Все оборудование уже введено в эксплуатацию и на сегодняшний день в полной мере используется. Также у нас на базе кабинетов врачей-акушеров-гинекологов в 3 наших малых городах созданы женские консультации. Как я уже говорила, это город Алдан, город Покровск и город Нюрба, где закуплено 247 единиц современного оборудования для работы в женских консультациях. А какие мероприятия запланированы в 2026 году? В 2026 году у нас запланировано оснащение и переоснащение детских больниц и приобретение передвижных мобильных комплексов для детских поликлиник. В частности, в нашей республике это будет оснащение и переоснащение педиатрического центра в Республиканской больнице номер 1 Национального центра медицины и приобретение 5 передвижных мобильных комплексов для детских поликлиник 5 центральных районных больниц для улучшения качества и доступности медицинской помощи детям. Ну, вот сокращение числа прерываний беременности является также частью национального проекта «Семья». Какова текущая ситуация в Якутии по снижению числа абортов? В республике проводится большая работа по снижению числа абортов. Мы все понимаем, что это не только медицинская проблема, это медико-социальная проблема, больше даже социально-экономическая проблема для наших семей, можно сказать, потому что 80% причин, из-за которого женщины решаются на прерывание беременности, это больше все-таки финансовые проблемы семьи. В связи с этим у нас в республике создана межведомственная работа для поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора. Обеспечивается обязательно мотивационное анкетирование женщин в условиях женских консультаций, кабинетов врачей-акушера-гинеколога, доабортная консультация психолога для выяснения причин. И организована межведомственная работа, это с Министерством труда и Государственным комитетом по занятости населения для трудоустройства, помощи нашим семьям. Эта работа, значит, организована с прошлого года. Социальные работники обеспечивают консультацию женщин в период недели тишины по мерам поддержки, государственной поддержки семей с детьми. Специалисты по линии занятости населения выясняют причины отсутствия работы и по возможности оказывают поддержки в трудоустройстве женщины, которая решилась на такой шаг. Также я хочу добавить, что Министерством здравоохранения проводится работа не только с медицинскими организациями подведомственными Минздраву, но и с медицинскими организациями частной собственности. Все вот эти технологии, которые внедрены в государственных медицинских организациях, они также должны выполняться и в медицинских организациях частной собственности, потому что у нас население одно, и мы нашему населению должны оказывать полную поддержку в ситуации репродуктивного выбора.
Ну и в завершении нашей беседы, наверное, вкратце можно отметить тему ЭКО, репродуктивных технологий. Вот как обеспечивается доступность для жителей республики? Но прежде чем перейти к теме ЭКО, я бы вначале еще хотела добавить, что у нас в республике, ну и в целом в стране, начата диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья населения, как женщин, так и мужчин. Это беспрецедентная мера, которого нет ни в одной стране, кроме Российской Федерации. У нас в республике эта работа начата с 2004 года и успешно реализуется. По итогам 2025 года мы 100% выполнили план по диспансеризации репродуктивного здоровья, как женщин, так и мужчин. Основная задача данного репродуктивного скрининга является своевременное выявление и лечение патологии репродуктивной системы, которая же направлена на повышение рождаемости в нашей республике. Тема на самом деле очень обширная, да, к сожалению, рамки нашей беседы не позволяют всю тему раскрыть, но, Татьяна Юрьевна, мы благодарим вас за то, что вы посетили наш эфир и желаем успехов в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо. Ну а после морозных и туманных дней порой хочется выехать на природу и сделать перезагрузку. Мой коллега Евгений Никифоров расскажет и, главное, покажет, что можно посетить поблизости от города Якутска. Друзья, сегодня я вам покажу новую смотровую площадку. Появилась она в прошлом году, недалеко от города, на сопке над птицефабрикой, недалеко от Чичор-Мурана. Прокатимся до туда, посмотрим прекрасный вид на город. Все это покажу вам. По времени навигатор показывает до нее 26 минут. Ну что ж, в дорогу. Сегодня достаточно солнечный день, практически нет тумана. Посмотрим, как это выглядит наверху. Полюбуемся городом с высоты птичьего полета. Итак, мы уже двигаемся по Сергеляху. Здесь прекрасные виды на зимний сосновый лес. Солнышко говорит о том, что совсем скоро наступят теплые деньки, и все мы устремимся на природу. В том числе и на ту самую смотровую площадку, куда мы сейчас направляемся. Мы находимся совсем недалеко, мы уже в микрорайоне птицефабрика. Навигатор показывает, что осталось буквально 9 минут. Сейчас нам предстоит съехать с асфальта, и мы будем двигаться уже по грунтовой лесной дороге. Вперед! Вот мы и на месте. Здесь достаточно большая парковка. Можно оставить машину и дальше уже прогуляться пешком. Чистейший, свежайший морозный лесной воздух. На смотровой площадке оборудованы скамеечки. Эта зона отдыха называется «Наше зрение, наш мир» и открыта для жителей и гостей долины Туймада в день города Якутска в честь столетия офтальмологической службы Якутии. Наслаждайтесь видом и берегите зрение. Вид просто чудесный. Ну и как же без самого главного развлечения смотровых площадок – качели.
Не может не радовать доступность таких смотровых площадок, ведь сюда можно выехать даже в обеденный перерыв, вырваться из шума, из суеты. Очень здорово, что в нашем городе, в его окрестностях на доступном расстоянии появляются такие замечательные общественные пространства, смотровые площадки, куда можно приехать после работы, либо в выходной день и полюбоваться красотами нашей природы, нашего города, насладиться прекрасными видами. Путешествуйте больше, увидимся! Спасибо Евгению за интересную экскурсию. Ну а следующая информация будет интересна тем, кто планирует улучшить свои жилищные условия. О новых условиях ипотеки нам расскажет наш юрист. В связи с изменениями в условиях программы семейной ипотеки, которые ранее были утверждены Минфином, с 1 февраля 2026 года включение супруга в состав заемщика по кредитному договору станет обязательным. Исключение составит случаи, когда супруг заемщика является иностранным гражданином. В чем суть нововведения? С 1 февраля 2026 года для заемщиков, которые состоят в браке, при оформлении семейной ипотеки станет обязательным включение супруга или супруги в состав солидарных заемщиков по кредитному договору. Новые условия будут действовать и в том случае, если льготная ипотека оформляется на покупку вторичного жилья. Раньше у заемщиков был выбор. Можно было оформить ипотеку только на одного человека, исключив второго супруга из сделки. Для этого требовалось предоставить нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимости в ипотеку или заключить брачный договор, регулирующий имущественные права. Теперь такая возможность исчезает. Оба супруга будут нести солидарную ответственность по кредиту. Единственное исключение – новое правило не применяется, если супруг или супруга заемщика является иностранным гражданином. Что это значит на практике? Давайте разберем на примерах. Стандартная ситуация для новых заемщиков. Ситуация: клиент находится в браке, и ни он, ни его супруга раньше не пользовались ни одной льготной ипотечной программой. Как будет после 1 февраля 2026 года? Оформление семейной ипотеки будет возможно только при обязательном добавлении супруги в качестве созаемщика. Оба супруга будут нести ответственность по кредиту. Второй пример. У одного из супругов была уже льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Клиент в браке планирует оформить семейную ипотеку. Выясняется, что у его супруги в прошлом до брака или во время брака была оформлена льготная ипотека, и дата ее оформления до 23 декабря 2023 года. Как будет сейчас? Оформить новую семейную ипотеку все равно можно, но при обязательном добавлении супруги в состав заемщиков. Какие программы считаются льготными? В настоящее время действует ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми, сельская ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, ипотека для IT, региональная ипотека, льготная ипотека 2020. Что в итоге? С 1 февраля 2026 года программа «Семейная ипотека» для супружеских пар станет исключительно совместным финансовым обязательством. Это повышает ответственность обоих супругов, но также может усложнить процедуру одобрения, так как банки будут проверять кредитную историю и доходы обоих. Знайте ваши права. Все банки обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Признаки таких переводов устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января регулятор расширил их список с 6 до 12. При выявлении любого из признаков банк обязан приостановить операцию для дополнительной проверки. Как это происходит, давайте узнаем далее. Как и раньше, банки продолжат приостанавливать переводы на мошеннические счета из базы данных Центробанка, а также если в отношении человека возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Банк посчитает перевод подозрительным, если он нетипичный для клиента, слишком большая сумма или нехарактерное время платежа. Среди новых признаков мошеннических операций, например, смена номера телефона в онлайн-банке или на госуслугах за 48 часов до перевода. Еще один новый критерий – вынесение наличных в банкомате с помощью токенизированной, то есть цифровой карты, на счет человека, который за последние 24 часа до этого совершил трансграничный перевод на сумму больше 100 тысяч рублей. При обнаружении подозрительной операции банк обязан приостановить перевод и предупредить клиента об этом. Если клиент не подтверждает операцию, то деньги останутся на счете. В случае же, если клиент настаивает на проведении операции, операцию банк обязан провести. Исключением является ситуация, когда реквизиты операции находятся
в базе Центрального банка о мошеннических операциях. В этом случае банк приостановит перевод еще на 2 дня. Иногда банки приостанавливают законные операции, которые по формальным признакам попадают под новые критерии. Когда банк выявляет такую операцию, он информирует об этом клиента, который может отказаться от нее или подтвердить перевод. А сейчас мы поговорим о самом ценном, о нашем здоровье и о том, как его сохранить в современном ритме жизни. Речь пойдет о профилактике неинфекционных заболеваний, о болезнях, которые развиваются годами, но которых можно избежать. Как именно, нам подробно объяснит врач-методист Ирина Иванова. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, что такое неинфекционные заболевания и как их можно выявить? В рамках недели профилактики неинфекционных заболеваний хотелось бы напомнить о важности ежегодного прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. По всей России на сегодняшний день, также и в нашей республике, от хронических неинфекционных заболеваний являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. И на долю смертей от хронических неинфекционных заболеваний приходится порядка 70% всех случаев. И около 40% являются преждевременными. К основным типам хронических неинфекционных заболеваний относятся злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, сахарный диабет и болезни органов дыхания, которые выявляются при диспансеризации. Можно поподробнее рассказать, что такое диспансеризация и как она помогает выявить эти болезни? Диспансеризация представляет собой бесплатный комплекс мероприятий, который направлен для оценки состояния здоровья, включая выявление этих факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, определение группы здоровья и осуществляется в отношении определенных групп взрослого населения, таких как с 18 до 39 лет 1 раз в 3 года проводится и 40 лет ежегодно. Есть ли причины или факторы риска неинфекционных заболеваний, которые можно выявить при диспансеризации? Основными причинами развития хронических неинфекционных заболеваний являются факторы риска. Их основных 7. Они всем известны. Это курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови и ожирение. Также хотелось бы напомнить, ни для никого не секрет, что злокачественные заболевания, они грозные в плане прогноза. И ни для кого не секрет, что люди обращаются порой за медицинской помощью очень поздно, на поздних стадиях. И злокачественные образования, они коварны тем, что на ранних стадиях, как правило, нет никаких клинических проявлений, и единственным и основным методом выявления на ранних стадиях злокачественного образования это ежегодно проходить диспансеризацию. Что нужно сделать человеку, чтобы не допустить появления неинфекционных заболеваний? В чем состоит профилактика? Необходимо исключить факторы риска, которые ранее я перечислила, и также выполнять все рекомендации врача, если они были выявлены, и проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры регулярно. То есть здоровый образ жизни и обследование. Какие самые частые неинфекционные болезни были выявлены у жителей республики во время диспансеризации прошлого года? В 2025 году наиболее частые хронические неинфекционные заболевания – это болезни системы кровообращения, в частности гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет 2 типа, инсулинозависимый. Также хотелось бы отметить, что более 200 случаев выявлено злокачественных новообразований именно на ранних стадиях. Мы также в рамках передачи «Испытывал на себе» проводили, то есть сайт, я так забыл, как называется, но там можно пройти 6 тестов, для мужчин и для женщин разные, и по результатам этих тестов уже можно обратиться в онкологический диспансер для обследования. Да, дальнейшего. Тоже к этому относится. Почему регулярное медицинское обследование играет ключевую роль в профилактике хронических болезней и ранней диагностике возможных проблем со здоровьем? Регулярные медицинские осмотры позволяют нам выявить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, а также
можно предотвратить развитие осложнений этих заболеваний и скорректировать образ жизни человека, чтобы не допустить этих осложнений. Ну и можно, наверное, для наших телезрителей напомнить, как можно пройти диспансеризацию. То есть, может быть, даже многие не знают, что, по-моему, можно просто обратиться в поликлинику, да? Да, по месту жительства можно обратиться в профилактический отдел и пройти диспансеризацию. Также приглашают по телефону, тоже можно пройти. И не забывайте, что можно пройти не только диспансеризацию, но и профилактический медицинский осмотр. Если вы не входите один раз в 3 года, если уже проходили, то можно пройти обычный профилактический медицинский осмотр. Это тоже один из важных аспектов. И это все в рамках ОМС. Да, ну и вы в начале нашей беседы говорили про возрастные, да, то есть со скольки-то лет, столько-то раз в год, допустим, проходит. Еще раз можете напомнить? Проходит с 18 лет 1 раз в 3 года, то есть 18, 21 и так далее, до 39 лет. А далее уже с 40 лет уже ежегодно только диспансеризация, так как ведется онкоскрининг повышенный уже. Ну, спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в студии была врач-методист Ирина Иванова. Большое вам спасибо с полезной информацией. Вы сегодня познакомили наших телезрителей. Ну, а мы, конечно, вам, дорогие друзья, призываем вас следить за своим здоровьем и, конечно же, остерегаться вредных привычек. Ну, а далее мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. Жизнь без трудового стажа. В Совете Федерации разъяснили порядок выплаты пенсии тем, кто никогда не работал официально. Таким гражданам положена социальная пенсия, однако назначена она будет на 5 лет позже страховой. Как сообщила сенатор Наталья Мельникова, возраст выхода на такую пенсию составит 65 лет для женщин и 70 для мужчин. С 1 января этого года размер выплаты зафиксирован на отметке 8824 рубля. Важное уточнение, при этом, если сумма окажется ниже прожиточного минимума в регионе, пенсионеру назначат социальную доплату. Кроме того, стали известны планы по военным пенсиям. Их проиндексируют уже с 1 октября. Ну а с начала февраля социальные выплаты в России вырастут на 5,6%. Индексация затронет более 40 различных пособий и компенсаций. Как сообщили в Минтруде, максимальный размер пособия по безработице после перерасчета составит 15 886 рублей в месяц. Также в этом году продолжается реализация программы индексации выплат для работающих пенсионеров. Это одна из ключевых мер соцподдержки, закрепленная в бюджете. С 23 января по 7 февраля Национальный центр СИМЭХ приглашает жителей и гостей республики на юбилейную выставку «10 лет пути вдохновения и творчества», посвященную десятилетию деятельности творческого объединения «Юктел». Стиль творчества объединения ориентирован на народные традиции, рукотворное искусство, поиск новых идей и техник шитья с последующим воплощением их в произведениях. На юбилейной выставке представлены уникальные работы объединения мастериц. Взять вот эти вот, например, великолепные сумочки, которые здесь представлены, воротники различные, потом коврики, вообще вот украшения, которые подобны вот такой вот, как бы, я бы сказала, роскоши, не очень дорогой, но она дорогая в смысле того, что это очень трудно сделать. И поэтому, конечно, вот эта вот роскошь, она очень такая, не каждый может это делать. И уникально то, что все работы, конечно, они в одном экземпляре. В Якутске состоялось открытие юбилейной спартакиады работников культуры. Состязания проходят в рамках подготовки к 5-й республиканской спартакиаде. В программе интеллектуальные и спортивные дисциплины, включая национальные виды спорта, командные и индивидуальные соревнования. По итогам 3 этапов лидирующие позиции заняли НВК «Саха», Высшая школа музыки и финансовый центр. Спортивные соревнования стартовали в январе, продлятся они до 15 марта. Ну а сама спартакиада работников культуры проводится уже 25 лет и ежегодно объединяет более 50 учреждений культуры и средств массовой информации.
Если взять и рассказать немножко об истории нашей спартакиады, то всегда профсоюзы уделяли большое внимание развитию массового спорта, привлечению работников культуры к спорту, здоровому образу жизни. Но это, во-первых, спортивный азарт, это сплочение коллективов, это привлечение к массовому спорту. И, конечно же, наша команда ежегодно очень активно принимает участие. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Сегодня понедельник, 26 января. Ну и, конечно, в понедельник всегда мы сделаем планы на рабочую неделю. И традиционно в первый день недели мы обращаемся в том числе и к звездам и прислушиваемся к ним. Что же говорит нам гороскоп? Овны. Неделя стартует под знаком активности. Вас ждут новые вызовы и возможности проявить лидерство. В среду будьте внимательны в общении, чтобы избежать мелких недопониманий. К концу недели звезды советуют направить энергию на планирование. Составьте список целей на февраль. Романтическое предложение может поступить неожиданно. Будьте готовы к спонтанности. Тельцы. Вас ждет период финансовой стабильности и приятных приобретений. Возможно, небольшая, но неожиданная прибыль или выгодное предложение. В середине недели прислушайтесь к интуиции в деловой сфере, она подскажет верный ход. Отличное время для покупок, особенно предметов для дома. В выходные подарите себе отдых с хорошей книгой или спокойной компанией. Близнецы. Неделя будет динамичной и социально насыщенной. Вас ждет несколько интересных встреч и полезных знакомств. Вторник-среда – лучшее время для переговоров и презентаций. Однако избегайте поверхностных суждений. В пятницу возможен творческий прорыв или вдохновляющая идея, которую стоит записать. В выходные не планируйте слишком много. Дайте себе время на перезагрузку. Раки. Эмоциональный фон выравнивается, принося чувство защищенности. Вас ждет продуктивный период в работе, когда вы сможете эффективно завершить старые задачи. Особенно удачен четверг для важных разговоров с руководством. В личной жизни наступит гармоничная пауза для глубокого доверительного общения. Суббота идеальна для семейного ужина или встречи с самыми близкими. Львы. Вас ждет возможность блеснуть. Проявите инициативу на работе или в творческом проекте, вас заметят и оценят. В среду возможно событие, которое повысит вашу уверенность в себе. Однако в пятницу будьте умеренны в тратах, возможен соблазн импульсивной покупки. В выходные звезды сулят яркие впечатления и, возможно, комплимент, который вас очень порадует. Девы. В начале недели сосредоточьтесь на рутинных делах. Вы сделаете их легко и качественно. Вас ждет успех в вопросах, требующих внимания к деталям. Со среды на первый план выходит тема здоровья. Идеальное время начать новый фитнес-ритуал или скорректировать питание. В воскресенье полезно будет побыть на природе, чтобы восстановить внутренний баланс. Весы. Вас ждет творческий и романтический подъем. Неделя благоприятна для самовыражения, флирта и приятных свиданий. Если вы в паре, устройте маленькое романтическое приключение. В деловой сфере рассчитывайте на поддержку друзей или коллег. В четверг может прийти вдохновляющая идея, связанная с хобби, которая имеет потенциал перерасти во что-то большее. Скорпионы. Фокус смещается в сторону дома и семьи. Вас ждут приятные хлопоты по обустройству пространства или встречи с родственниками. На работе возможен успех в делах, требующих конфиденциальности или глубинного анализа. Среда – удачный день для решения финансовых вопросов, а в субботу позвольте себе маленькую слабость. Вы ее заслужили. Стрельцы. Вас ждет неделя яркого общения и полезных информационных потоков. Будьте на связи, вас могут пригласить в интересный проект или на мероприятие. Короткая поездка в середине недели принесет новые впечатления и знакомства. В пятницу будьте кратки и конкретны в переписке. Конец недели идеален для обучения или чтения. Козероги. Наступает удачное время для планирования финансов и оценки ресурсов. Вас ждет ясность в вопросах бюджета, возможно, выгодная покупка. Проявите практичность, она сейчас ваша сильная сторона. В четверг не упустите возможность проявить свои профессиональные навыки. В выходные позвольте себе качественный отдых, связанный с комфортом и тишиной. Водолеи.
Вы в центре внимания. Неделя принесет чувство обновления и роста личной значимости. Вас ждут комплименты, признание ваших идей. Смело заявляйте о своих амбициях, особенно во вторник. В пятницу, возможно, неожиданная, но приятная встреча. Самое время обновить гардероб или имидж, чтобы подчеркнуть свою уникальность. Рыбы. Неделя благоприятствует внутренней работе и интуитивным прозрениям. Вас ждет период мягкой, но продуктивной подготовки к будущим начинаниям. Хорошее время для медитации и планирования личных целей. В середине недели доверьтесь своему чутью в принятии решения. А в выходные творческое хобби или прогулка принесут душевный покой и вдохновение. Ну что, дорогие друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где вы можете увидеть самые интересные сюжеты, новости. Ну и, конечно, у вас есть возможность подписаться на него и быть в курсе всех событий. Ну а мы желаем вам успехов, хорошего начала трудовой недели и увидимся с вами уже завтра.